Начнешь, да? Сейчас стрим пошел вроде. Алло, Алло, да, Марин, все тебя слышат. меня слышно? Все, стрим пошел. Руслана ждем. Так, меня видно, да, слышно? Катюш, Да, я здесь слышно? меня почему-то не слышно как будто. Катюш, или Да. просто звук отключен? Катюш, Да, слышно меня? Так, Да, всем так, слышно. стрим, уважаемые участники, стрим уже идет. Ага, это надо поприветствовать всех зрителей, всех наших каналов, да. Поэтому, да. Уважаемые зрители наших каналов, ну вот я могу сказать про Республику Бурятия, меня зовут Ринчин Гамбоев. У нас начались сегодня первый раз проводим стрим одновременно на несколько каналов, так сказать. Я думаю, у нас представится, наверное, кто а там. меня слышно, нет? Так, у Марины меня не слышит, к сожалению. Марина Я, слышно честно говоря, тебя, никого да? не слышу. Да. Так что Что-то со идет звуком. прямой эфир, Мы поэтому, ждем наверное, Руслана, да? подключайтесь, уважаемые. Так. Ну, это наш первый Марина эфир, поэтому... Николаевна, надеюсь, скажите, не пожалуйста, подведем. она никто нас не слышит, почему-то она нас не слышит. Так. И я В думаю, крайнем случае, мы все это постримим. да, поэтому, Так, там Руслан пытается зайти. да. Значит, у нас, я думаю, кто у нас? Вот я вижу, Батыр Барманганаев есть, у нас, так, Влад Амосов тоже тут с нами. Николаева читает чат. Да, Прочитала. да. Поэтому Всех слышно. видно, Мы ждем, да, друзья, всех это наш первый эфир, пожалуйста, будьте к нам снисходительнее. Мы пытаемся, очень стараемся. Наш модератор Катя, что-то, видимо, со звуком. И мы ждем остальных участников. У нас сегодня заявлены представители 5 комитетов независимости, 5 народов, которые выступают и борются за свою независимость. И мы постараемся, если даже у нас что-то не получится со стримом, я думаю, что мы все равно выйдем через Zoom и все равно этот стрим проведем. А, Марин, ты меня слышишь? Марина нас не слышит, к сожалению. Мага. Я не знаю, слышно тебя или нет, я вообще говорю. Меня все слышат, и сейчас у нас идут небольшие технические неполадки, мы ждем Руслана. Руслан пытается подключиться, потому что тема нашего сегодняшнего собрания – это ситуация в Башкортостане. И здесь собрались представители 5 народов для того, чтобы обсудить эту ситуацию и поискать какие-то пути помощи, поддержки народу Башкирии. Руслан, вам слово. Всем здравствуйте, всем салам алейкум. Алейкум салам. Что нужно мне сказать, рассказать вам? Может быть, вопросы скажете? Руслан, расскажите о ситуации в Башкортостане.
с чего как бы все началось, потому что нас смотрят представители разных народов, и к чему ситуация на данный момент пришла. Но на сегодняшний момент, так, давайте с того, с чего все началось. Дело в том, что у нас в республике, республика очень богата на разные природные полезные ископаемые, и, скажем так, вот это событие, которое произошло, то есть там, где Фаиль выступал, оно как раз вот из-за вот этих вот полезных ископаемых. Ну, вообще сперва по Фаилю Алсынову. Фаиль Алсынов – это на сегодняшний момент, наверное, самый популярный лидер Республики Башкортостан, всего многонационального народа даже, я сказал бы так. Потому что изначально он уже больше 15 лет занимается общественно-политической деятельностью в республике. Изначально занимался национальной деятельностью только исключительно. Да? Он начинал в организации Кукбуре, такая была национальная организация. Занимался вопросами языка, культуры, традиций. Был там первым заместителем председателя. Потом я туда пришел, в эту организацию. Потом мы вместе с ним вышли, там еще часть ребят, и мы создали организацию Башкорт. Тоже занимались языком, культурой, традициями. Вот республика, повышение статуса республики, защита суверенитета, защита конституционного строя, защита федерализма. Потому что мы тогда еще наивно надеялись, что федерализм можно будет сохранить, что все образование, области, там, да, все субъекты могут быть равноправны, как бы, да, ну, а после этого, после Куштау, после событий на Куштау, он уже стал многонациональным героем. Почему? Потому что вот организация Башкорт наша, она стала очень популярной, была очень многочисленной. У нас только по одной республике, в самой нашей республике было 18 филиалов этой организации, несколько тысяч, можно сказать, сюда десятки тысяч сторонников. В нашей официальной группе ВКонтакте, мы тогда пользовались еще контактом, было 60 тысяч подписчиков. То есть для республики это очень много. И мы такой крупнейшей являлись организацией независимой, которая имела свое мнение. И когда пришел вот этот сегодняшний глава Ради Хабиров, по мнению такого политолога, у нас такой политолог был Дмитрий Михаличенко, он имел инсайдерскую информацию в Кремле. И вот когда назначали Ради Хабирова, ему поставили две задачи. Первое – это разобраться с сырьем для БСК «Сода». А БСК «Сода», она вот очень давно, с 2007 года, претендовала на такие известные шиханы. У нас такие горы-одиночки, это остатки коралловых рифов, которые возвышаются. Ну, они как бы за многие века для башкир стали священными, но и сами по себе очень красивые. То есть мы их защищали, мы не давали, да, но государство как бы не вмешивалось. А вот пришел Хабиров и сказал, что все, отдаем гору, она будет разрабатываться. Мы ему сказали, нет, не будет разрабатываться, мы тебе ничего не отдадим. Началось противостояние. Начались там, мы устраивали митинги, флешмобы, пытались как бы все это в конструктивном, не в конструктивном, в законном русле все это решать. Он, понимая силу нашей организации, сделал так, чтобы она стала, то есть, подключил все свои связи, все свои силы, прокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, МВД. В итоге на нас подали в суд о признании нашей организации экстремистской. И за 3 месяца до начала самой активной фазы борьбы за Куштау, за Шихан, нас признали экстремистской организацией. Он думал, что, признав нас экстремистской организацией, то есть он, Шихан, защитники Куштау, лишатся самой такой боевой силы. Но, как говорится, признать организацию экстремистской, запретить организацию, люди-то остались, люди никуда не делись. И мы приняли самое активное участие в защите Куштау, где Фаиль Алсынов был, скажем, один из самых ярких лидеров. После того, как Куштау мы защитили, в итоге все равно начали нас преследовать. На 4 наших ребят завели уголовное дело. Сейчас оно закончилось тем, что все-таки под давлением, там не за что было вообще как бы заводить, но на них завели уголовное дело. В итоге дали всем там большие сроки, но условные, там, по 7 лет, по 5 лет. А
А второе условие, которое поставили перед Ради Хабировым, это разобраться с башкирским национальным движением. Дело в том, что он сам по себе башкир, и даже его в Кремле называли башкирским националистом. Хотя, конечно же, ничего к национальному движению он не имеет. Это самый настоящий гауляйтер, это полностью, скажем так, проимперски настроенный человек. И когда он пришел, а он пришел все равно, как бы мы все-таки думали, что вот пришел наш башкир, как-то там сможем работать вместе, какие-то там надежды были. Ну, в общем, он наши надежды, конечно, сразу же обрубил тем, что отдал Шихан Куштау. После этого начал преследовать вот нас, запретил организацию. Потом Шихан – это горы-одиночки такие, тут спрашивают. После этого посадил одного из лидеров башкирского национального движения Айрата Дельмухаметова на 9 лет. После этого посадили у нас Рамилю Саитову. Кстати, Рамиля Саитова при Ради Хабирове уже 2 раза села, во 2-й раз села. Она отсидела при нем 3 года, вышла полгода, побыла на свободе, и сейчас ее снова на 5 лет посадили. Он посадил Лилию Чанышеву, и вот я уехал, и Фаиль Алсынов остался, наверное, один такой единственный серьезный лидер, который пользовался авторитетом в народе. Против него искали... Он после запрета организации немножко отошел от дел, от общественно-политических, но по разным резонансным таким событиям продолжал высказываться. Вот так он высказался после начала мобилизации о том, что это не наша война, башкиры не должны туда ехать. Это, конечно же, тоже сильно напрягало власть. Тогда еще не было вот этих драконовских законов, они там что-то ему нашли, посадили его на 15 суток. И вот на одном из выступлений по экологическим проблемам, где он неосторожно там высказался, точнее, он высказался-то нормально, мы, башкиры, прекрасно понимаем, что он сказал, потому что он говорил на родном языке, очень, очень хороший оратор, но перевели так, исказили. У нас есть такой продажный эксперт Айнур Хужахметов. Это человек, который, ну, практически на всех башкир, которых посадили, он составлял свое экспертное мнение такое. Вот он составил экспертное мнение, перевел, исказил весь смысл. И в итоге глава республики Ради Хабиров лично написал заявление в прокуратуру о том, чтобы Фаиля Алсынова привлекли к уголовному делу. Вот это уголовное дело как раз и закончилось вот этими большими акциями протеста, потому что люди, башкиры, прекрасно знали, понимали, что говорил Фаиль Алсынов, выступали в его защиту. В его защиту вообще развернулась массовая такая кампания башкир. Не только башкир, там и русские выступали, кто его знал, как хорошего, порядочного человека. В его защиту выступали не только простой народ, там в комментариях писали, или там с флешмобами, с пикетами выходили, но и интеллигенция, и элита башкирская. Это были и ученые, и артисты, и актеры, бывшие политики. В общем, вот такой уважаемый народ выступал в его защиту, но это не помогло. И вот в итоге дело дошло до суда. В первый день суда, 15 января, пришло 5000 человек. Это, конечно, ошарашило власть Хабирова. Там уже приговор был готов. Ему прокурор запросил 4 года колонии поселения. И что они сделали? Они решили сбить настрой, попытаться сбить настрой граждан. Они перенесли приговор на 2 дня, на 17 число. За это время они развернули массовую дискредитацию Фаиля Алсынова, там пытаясь его очернить по-всякому. Они за это время предупредили всех известных людей, что если кто-то что-то будет там высказываться в защиту Фаиля Алсынова, все вылетят с работы. По местному телевидению, по республиканскому, там начали высказываться о том, что кто придет, будут заведены на них уголовные дела. В ночь перед вторым судом у всех друзей Фаиля Алсынова, всех его соратников, ну это и мои, соответственно, друзья, прошлись ФСБшники, МВДшники, всех задержали, всех арестовали. Все, кто как бы имели общественное мнение, точнее вес, были лидерами общественного мнения, их всех задержали. В общем, развернули такие массовые устрашения по всей республике, но на следующий день пришло 7000 человек, то есть еще больше.
Вот кто-то думает, что это все действовало только ради Хабиров, но на самом деле, конечно же, нет. После первого вот этого дня переговоры, когда переговоры перенесли, уже подключилась Москва, потому что Фаиля Алсынова еще до суда, то есть до вынесения приговора, уже внесли сразу же, практически после 15 числа, его сразу же внесли в список экстремистов и террористов, хотя суда еще не было, как я сказал, суд перенесли на 17 число. Это Ради Хабиров на это не может влиять. Это подвластно только самой Москве. Ну и, соответственно, рейды вот этих ФСБшников, МВДшников, которые не подчиняются Радию Хабирову, не подчиняются главе республики, а подчиняются напрямую Москве, говорит о том, что как бы Москва уже здесь включилась. Ну вот, 17 числа после внесения приговора, а приговор, кстати, вынесли намного тяжелее, чем запрашивали. Запрашивали, как я говорил, 4 года колонии поселения, а вынесли приговор 4 года колонии общего режима, ужесточили. И это, когда народ услышал, всех это возмутило, и они... Ну и то, они как бы, да, еще пока не лезли даже там сопротивляться что-то или что-то делать. Просто ОМОН начал отталкивать народ, оттеснять народ от суда, чтобы вывести Фаиля Алсынова, увести его на автозаке. А народ не стал отдавать, народ не стал расходиться, началась драка, вот это и все, что вы видели, как бы это все продолжалось до 5 часов. На помощь местному ОМОНу приехал ОМОН из соседних областей. Ну, в итоге, как бы, потом народ разошелся, потом было эмоциональное выступление нашего известного рэп-певца Алтыная Валитова, который призвал выходить всех в защиту национальных прав там, в пятницу, по-моему, да? Вот еще потом больше 1000 человек вышло в Уфе у нас, которых тоже разогнали силой, задержали там около 10 человек. На данный момент, что сейчас на данный момент происходит? На данный момент идут репрессии. С Москвы прилетел борт с московскими ФСБшниками, со следственной прокуратуры, со следственного комитета, с прокуратуры. Сейчас полностью они все взяли в свои руки, идут массовые репрессии, массовые аресты, задержано больше 20 человек. Нескольким людям предъявлено уже обвинение в организации массовых беспорядков, там что-то от 8, до 8 лет, по-моему. Вот такие дела. Народ, к сожалению, выступил Песков, секретарь Путина, который сказал о том, что в Башкирии никаких массовых беспорядков не было, ничего подобного не было, все было там нормально, и местный губернатор, он, в принципе, говорит, человек опытный, он разберется. То есть всему Башкортостану дал понять, что как бы он на стороне Хабирова. Но у нас до сих пор, к сожалению, есть наивные люди, которые верят, что вот Путин до сих пор не знает ничего, что это Хабиров все делает, а вот Путин такой вот у нас молодец, и, конечно же, он, если его донести до него, рассказать ему правду, то он, конечно же, придет, всех спасет, всем поможет. И вот это вот у нас есть там некоторые такие... Они сами по себе экологи, всю жизнь занимались вот такой экологической деятельностью и начали лезть в политику, не понимая вообще, да. И вот когда вот у нас первый приговор был, первая попытка приговора, точнее, 15 числа, когда собралось 5000, вот на фоне на фоне этой толпы начались делаться заявления о том, что уважаемый Владимир Владимирович Путин, просим вас разобраться, вот Фаиля Алсынова судит ни за что, вы, пожалуйста, вмешайтесь. Мы требуем отставки Хабирова и просим, чтобы вы ввели прямое управление, внешнее управление в Республике Башкортостан, взяли все в свои руки. Ну, такие вот глупые заявления начались. И до сих пор эти же люди сейчас находятся в бегах, потому что их дома, во всех домах прошли обыски, они успели скрыться, спрятаться пока. Во всех домах прошли обыски, их ищут, и до сих пор они пытаются там записывать заявление, видеообращение, что вот Путин нам поможет, что Хабирова надо наказать. Ну, вот такие вот элементарно глупые люди, к сожалению. Ну, такая ситуация. Сейчас нам надо просто объяснить населению нашему. Что мы сделали? Мы призвали начать акции гражданского неповиновения, бойкот
То есть без не силовой бойкот всем организациям, если можно не как-то в любом случае пытаться не связываться, не входить в отношения с, скажем так, с правительством Республики Башкортостан, максимально вывешивать фотографии Фаиля Алсынова, максимально подвергать, скажем так, обструкции Ради Хабирова, максимально, скажем так, как правильно сказать это, да, максимально не участвовать, не помогать властям, не платить налоги, не платить... Гражданское неповиновение. Акции гражданского неповиновения, но мирные, да, то есть пока, потому что сил никаких у нас таких подобных нету. То есть максимально не участвовать в жизни государства этого преступного. Вот что мы как бы призвали, насколько это будет эффективно, пока не знаю. Но нам надо максимально донести до населения, что здесь не только Хабиров виноват, что здесь виноват лично заинтересован Кремль, заинтересована Москва, Путин в курсе всего этого, и не надо быть глупыми и наивными, что верить, что там бояре плохие, а царь хороший. Магомед, можно я с опозданием, но все-таки представлю наших гостей, тем более к нам присоединился Ансар. Всем спасибо, кто с нами, и я хочу представить наших участников сегодняшних. Да? Как вы уже поняли, у нас руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом Руслан Габасов. У нас представитель комитета ингушской независимости Магомед Тареев. У нас первый командир и создатель сибирского батальона, представитель комитета независимости Саха Владислав Амосов. Глава комитета ингушской независимости Ансар Гаркхо. Глава Айрат-Калмыцкого конгресса Батыр Бармангнаев, представитель комитета независимости Ринчин Гамбоев и глава и создатель конгресса бурятского народа Владимир Андреевич Хомутаев. И самое главное, неожиданно наша гостья, лидер движения за независимость Республики Саха Раис Зубарева. Мага. Нет. Руслан, большое спасибо. Это была исчерпывающая информация, которая нам, в общем-то, лишний раз доказала тот фактор, что Россия грабит национальные республики, грабит их ресурсы и не уважает ни права, ни свободы тех людей, которые живут на этой земле. И те два пути, которые выбирают типа Радика, которые решают идти во власть, будучи когда-то очень давно башкирскими националистами, потом быстро превращаются в русских националистов, кремлевских националистов. А те внизу, скажем так, простые люди, которые верят, что Путин чего-то не знает или ему о чем-то не доложили, находятся, скажем так, в благостном неведении. Я хотел бы передать слово по старшинству председателю Комитета независимости Бурятии, профессору Хомутаеву Владимиру Андреевичу, чтобы он дал свою оценку происходящим событиям. Спасибо. Сегодня мы должны понять, что все сегодняшние начала гонений, политических преследований лидеров национальных движений, они объективны, надо честно сказать. Народы пробуждаются, само собой. Власть сегодняшняя, она хочет сохраниться, и главная ее задача – это уничтожение, ликвидация всяких, порывов к национальному самоопределению. Сегодня это задача номер один. Сегодня не просто борьба за Фаиля Алсынова, это борьба против башкирского национального движения. Главная проблема всегда в России была: не дай бог, вот эти нацмены будут поднимать вопрос о своем благосостоянии, о культуре и прочее, прочее. Градус, температура, так сказать, национальной ненависти в этом вопросе всегда менялась в силу, особого экстремизма, скажем, национализма лидеров.
Сегодня пришел такой лидер, выращенный в 5-м отделе КГБ СССР. Это поиск внутренних врагов, врагов России, врагов целостности государства. И, само собой, это объективная политика. Но, тем не менее, мы должны понять аксиоматично, я так полагаю, вещи, что сила нации в том и проявляется, насколько она рано уже сумела сконцентрироваться на своих вечных проблемах. Для любого народа важнее всего это проблема его языка, культуры, национальной идентичности. Ян Гус, профессор, ректор идейной вождь освобождения Чехов, уже в конце XIV века сказал следующую фразу: «Чешский народ в чешской земле должен быть превознесенным над всеми другими народностями, стоять во главе, а не в хвосте, всегда вверху и никогда внизу, так же, как французы во Франции и немцы в своих землях. Чешский народ должен управляться своими законами без помощи тевтонов». Это из знаменитого Кутнагорского декрета. Он одним из самых первых, умный человек, профессор, историк, сумел выразить то чаяние народа. Где мы молимся, он писал в этом начале Кутнагорского декрета, на улице, а где молятся тевтоны, немцы, то бишь в церквах и все прочее. И вот он возбуждал вот это определенные настроения. В конечном итоге сегодня Чехия, несмотря на советскую оккупацию и так далее, пожалуйста, цветущая страна. Магомед, кстати, там живешь, да? И вот, значит, это та вещь, которую мы должны понять. И, наконец, сегодня, в 21 веке, наши отставшие от прибалтов и так далее республики, народы рвутся к свободе. И, естественно, власть будет дальше закручивать. Мы сегодня где-то примерно в 1906, 1907, 1908, после революционной, как там называлось-то, реакции, политическая реакция, значит, будет начинаться дальше. Поэтому, естественно, отсюда надо строить задачи. Я совершенно благодарен, значит, Руслану Габасову. Он хорошо, очень хорошо охарактеризовал. Я впервые узнал, что у вас уже структурированное национальное движение. Молодцы, ребята, вы создавали уже столько структур политических, массовые политические организации везде должны быть, во всех районах. Это великолепный ваш подход. И вместе со всеми нашими, значит, общественно-политическими альянсами, союзами мы должны объединенно отстаивать наши общие интересы. Интересы сегодня спасения, значит, Фаиля, да, это интересы спасения башкирского народа, его самосознания, его чести и достоинства, и всех остальных народов. Вместе мы должны работать. Спасибо, я бы так кратко сказал. И всех остальных народов. Вместе мы должны работать. Спасибо. Магомед. Спасибо. Так, у меня небольшие технические проблемы, меня слышат? Да. Да, слышим. Я бы хотел передать слово, поблагодарить Владимира Андреевича. Я бы хотел передать слово, поблагодарить Владимира Андреевича. И передать слово Батеру, представителю Айрат калмыцкого народа, председателю Конгресса Айрат калмыцкого народа. Здравствуйте, друзья. Я считаю, что то, что происходит в Башкортостане, показывает, что история покоренных Россией народов продолжает свою историю. История башкирского народа насчитывает буквально тысячелетия, и то, что люди сейчас в эти дни в условиях жестокого фашистского режима
вышли в защиту не только Фаиля Алсынова, но и в защиту коллективных, групповых, национальных прав своего народа, говорит о том, что люди не просто обеспокоены судьбой своей республики, своего народа, люди готовы отстаивать эти права, свободы. И в некоторых выступлениях я увидел не просто стремление, а готовность идти дальше. Да, сейчас растет недовольство той политикой, которую проводит Кремль, Москва в отношении национальных регионов. Но следующий шаг – это осознание своих международно признанных прав. Это необходимость и готовность стать на дорогу свободы и независимости. Я считаю, что те протесты, которые сейчас проходят в Башкортостане, это генеральная репетиция перед выступлением народов Башкортостана. Это не только башкиры. Я надеюсь, что к этому движению, массовому народному движению за свои права, но не только права, но и за свое достоинство, за гордость, за своих детей, внуков и потомков охватит и другие народы, которые живут на территории Башкортостана, покоренной, оккупированной территории со стороны Москвы, Кремля и России. Я считаю, что те заблуждения, которые испытывают пока большинство людей, ну, может быть, это не только заблуждение, это осторожность, это нерешительность пока в оценке той действительности, которая складывается в России и непосредственно в Башкортостане. Это временное явление. Все-таки все события, которые происходят последние не только 2 года, но последние 20 лет, то есть все годы нахождения у власти этого кровавого тирана Путина, все это подстегивает сознание людей, и они постепенно переходят к пониманию того, что главный корень всех бед национальных республик – это Москва, это Кремль, это путинская власть, но не только. Это огромная многомиллионная масса людей, которые хотят сохранить империю, хотят сохранить неравноправные отношения между Москвой и национальными регионами, неравноправные отношения между народами. К сожалению, этот порядок, установленный в Москве, поддерживается и в национальных республиках. И так называемые элитки, национальные элитки, которые представлены администрациями, руководителями различных федеральных ведомств в национальных республиках, администрации глав республики и так далее, играют, действуют в пользу сохранения этой империи. Я считаю, что народ Башкортостана сейчас оказался в авангарде этой борьбы народов за, опять же, свое достоинство, свободу и даже независимость. Люди, может быть, даже не осознают того, что они делают, но они своими выступлениями, своим протестом приближают то время, когда люди поймут, что их коренные интересы – это свобода и независимость и их народов, которые являются в условиях России этническими меньшинствами, но и их государственных образований, республик национальных, статус которых закреплен и в Конституции Российской Федерации, государство, которое постепенно отмирает, и в международных законах. В общем, я хотел бы пожелать и башкирскому народу, и всем остальным представителям других народов, которые проживают на территории Башкортостана,
И всем нерусским народам России, да и самому русскому народу, наконец, выйти из этой тени исторической, выйти из состава гнилой империи, которая может только угнетать и репрессировать, а также убивать своих подданных, и стать свободными. Я призываю башкирский народ задуматься и начать все-таки двигаться более решительно к независимости. Спасибо. Спасибо, Батыр. Спасибо, Батыр. Руслан Габасов сказал, что это ошеломило, действия Башкирова ошеломили Кремль. На самом деле, я присоединяюсь к твоим словам и к словам Батыра, действия Башкирова ошеломили весь мир. Потому что весь мир был настолько удивлен, что в России, где вроде бы созданы все инструменты, все законы для подавления любого протеста, для подавления любого инакомыслия, целый народ вышел, целые населенные пункты вышли, и вышли тысячи людей, чтобы отстоять свои права. И это действительно вызывает восхищение в тех условиях, которые сегодня созданы в России. Я хотел бы передать слово представителю комитета Якутии Владу Амосову. Спасибо. Влад? Меня слышно? Да. Слышно? Хорошо слышно. Да. Ну, я могу сказать одно, да, что Кремль не напугать ничем. Да. Они готовы утопить всю Россию в крови, лишь бы сохранить свою власть. Поэтому в этой ситуации я вижу только одно – это создавать свои вооруженные силы в регионах. Каждая национальная республика, кто может держать в руках оружие, должен выйти на защиту своих прав, своей свободы. И со своей стороны готов помочь этому. В принципе, сейчас уже сформировались национальные образования, лидеры, которые могут повести за собой людей и сформировать свои армии. Будет армия, разговор будет другой. Если бы вместо 1000 людей пришли бы хотя бы десятки вооруженных людей, то разговор был бы совсем другой. И отношение уже было бы другое. Потому что, тяжело безоружным разговаривать бронированными, вооруженными, снаряженными и, главное, бессовестными людьми. Поэтому мое призвание, мой призыв – это вооружаться и обучаться. Если есть возможность, есть желание, выезжайте за границу, присоединяйтесь к нашей борьбе, к нашей подготовке. Спасибо. Спасибо, Влад. Спасибо, Влад. Трудно не согласиться в том, что Кремль не понимает языка. Трудно с этим не согласиться. Мы здесь собравшиеся не являемся русскими и, конечно же, не разделяем лозунг «наполним нашими телами автозаки». Мы на это не согласны. А с другой стороны, Руслан говорит о том, что даже в Башкортостане, где происходят такие события, остается огромное количество людей, которые верят, что барин не знает, что бояре его обманывают, что на самом деле можно выйти из этой ситуации по-другому. Пока общество еще не дошло до понимания, как воспринимает их Кремль и как они должны его воспринимать. Спасибо большое, Влад. Я передаю слово председателю комитета ингушской независимости Ансару Гарко. Ассаламу алейкум. Приветствую всех. Благодарю за приглашение. В первую очередь, конечно же, мы благодарим башкирский народ за то, что они показали остальным, что можно все-таки сопротивляться, можно говорить вслух о вещах, которые многие боятся упоминать у себя на кухне, а в некоторых регионах даже и думать об этом боятся. Это многого стоит. То, что мы сейчас здесь собрались и обсуждаем эти моменты, касаемо независимости, касаемо того, что мы должны жить своим умом, а не с помощью людей, которые должны нами управлять, которые никакого отношения не имеют ни к нам, ни к нашей культуре, ни к нашей религии. Более того, они ее не уважают, считают ее второсортной, отсталой, все время упрекают нас в том, что принесли нам какую-то цивилизацию, научили нас писать и читать, у вас не было ни государственности,
у вас не было ни территории, ничего. Эти упреки постоянно мы слышим, и говорить о том, о уважении совсем не приходится. Максимум, что они хотят нас видеть, это эти наши национальные танцы, ковры, какие-то рисунки, орнамент и так далее. То есть, чтобы барин или бояры, они приходили и вот любовались, как мы танцуем для них. Лезгинку танцуем для них, они радуются, говорят, вот молодцы, выпивают и дальше уходят к себе домой. Это роль шутов, роль клоунов, роль, это хуже даже просто быть рабом, потому что просто раб работает в поле, приносит какую-то пользу своему хозяину. В нашей ситуации недостаточно просто быть рабом, мы еще должны развлекать своих бояр, а плюс еще и должны благодарить их за это, говорить, что огромное вам спасибо за то, что мы существуем на этом свете и за то, что мы вообще можем дышать. Соответственно, они говорят, не стоит благодарности, мы вас и так кормим, если мы вас не будем кормить, вы все умрете с голоду, вернетесь в каменный век, возьмете обратно копья и стрелы и переубиваете друг друга. Это сюр, конечно же, но это правда. Это настоящая правда, которую никто не может отрицать, кем бы он ни был, пророссийский он или противроссийский, не имеет значения. Это истина, которую все знают. Поэтому, конечно же, огромная благодарность башкирскому народу, нашему братскому народу. Мы, естественно, их поддерживаем, их в стремлении отстоять свое право, а также поддерживаем их в стремлении отделиться от России, а точнее освободиться. Что мы можем в этой ситуации сказать? Без каких-то пафосных слов. Вот если реально, какие опасности на этом пути ожидает башкирский народ и любой другой народ, который стремится к независимости. Мы, как представители ингушского народа, прекрасно понимаем, что такое Россия. Может быть, чуть большей степени, чем другие. Имеется в виду новая Россия, сегодняшняя Россия. Начиная с 1992 года, когда нас просто нагло обманули, обещали нам вернуть наши территории, территориальную целостность и так далее, так далее. То есть все это обещания просто-напросто в течение нескольких лет ушли на нет, и по сегодняшний день ни один вопрос не решен. Ни один вопрос. Более того, до сих пор мы не имеем никакой промышленности. Первое место по безработице в России Ингушетия имеет. Республика какая-то карикатурная, непонятная, где люди не могут ничего толком заработать. Они выезжают в Россию, где там они тоже оказываются второсортными. И, соответственно, вот этот шанс, о котором я говорю, исторический шанс, да, мы много об этом говорим, но это факт. Исторический шанс, он настает. И мой призыв башкирскому народу и другим народам, что не упустите свой шанс. Мы этот шанс упустили дважды. Первый раз в 1917 году, когда нас обманули большевики, пообещали нам вернуть также наши земли, пообещали нам автономию и много всего разного пообещали. Обманули нас. Советская власть та же выслала нас в 1944 году, 23 февраля, в Сибирь. Весь народ объявив его врагом советского народа. После этого, как мы вернулись, этот советский режим рухнул. Пришли к нам либеральные, вот эти все, Бамонт либеральный, с Ельциным вместе. И они сказали, это советская власть, это были угнетатели, это были ужасные люди. Мы очень сильно сожалеем за все, что произошло. Мы сильно извиняемся за них. И мы, естественно, вернем все, абсолютно вернем ваши права. Просто вам всего лишь нужно нас поддержать. Поддержите нас на выборах. Проголосуйте за меня. Я верну ваш пригородный район. И все остальные будут выплачены репарации, там, то есть выплаты за то, что были люди репрессированы и так далее. В итоге было выплачено по 10 тысяч рублей. То есть 10 тысяч рублей – это просто смешные деньги, на которые нельзя было, я не знаю, что можно на 10 тысяч рублей купить. Смешные деньги были выплачены, номинально просто выплачены для галочки, а также никакие земли не были возвращены, естественно, и по сегодняшний день не возвращены, и даже не существует механизма, при котором они могли бы быть возвращены. И я о чем говорю сейчас? То, что
вот этот шанс, он снова приближается. И сегодня, как и тогда, мы видим либеральную оппозицию, так называемую, за рубежом, которые нам говорят: вам нужно поддержать нас, вы должны быть с нами, или расширенные права в федеративном государстве, больше суверенности и так далее, и так далее. Опять мы будем это все слышать. Они опять будут стараться нас обманывать. Они опять придут, будут с крокодильями слезами доказывать нам, что предыдущая власть была враждебна. Именно они были врагами. Именно они и натворили это все. А они лучшие, вот те, которые сегодня будут приходить, они будут доказывать нам, что они лучшие представители русского народа. Соответственно, как только мы согласимся, где-то мы поставим роспись, согласимся на все эти фейковые, в буквальном смысле фейковые, все вот эти референдумы и так далее, они быстро приберут власть к рукам в наших республиках, подавят национальные движения, тут же несогласных объявят террористами. Те, которые возьмут в руки оружие, загонят их где-нибудь в леса, в степи, начнут их отстрел, в новостях будут показывать, что вот эти люди, которые в лесах не дают вам жить, вы все вместе дружно должны против них доносить, не помогать им и так далее, и так далее. То есть сведут это все на нет. Обратно весь наш потенциал, который мы накапливаем, они его опять сведут на нет, на ноль. И мы опять начнем новый трек, к новому кругу. Это бесконечно продолжаться не может. Поэтому мой призыв к народам, подневольным народам, народы, которые оккупированы, и они нагло врут нам, что они нас не оккупировали, что мы якобы добровольно вошли в их состав. Оказывается, все народы только так и мечтали войти в этот состав России. Получается, никого они не завоевывали, никого не убивали, все мирно бежали под российский сапог, чтобы быть их рабами. Оказывается, это все так. Я не знаю, кто хочет на себя это брать, этот ярлык и ярмо добровольного раба, но мы этого не хотим и никогда это не признаем. Ни один народ и ни один человек в здравом уме никогда не пойдет под другого. Тем более человека, который ментально отличается от него, религиозно, ментально, полностью другой народ, российский, он сегодня управляет множеством разнообразных народов. И еще доказывает им, что они не способны на жизнь. Поэтому это унижение, и это унижение никто не должен терпеть. Мы должны приложить максимальное усилие, каждый народ из нас должен приложить максимальные усилия, объединиться, где мы можем, помогать друг другу. Пусть это будет политическая помощь, военная помощь, и это будет информационная помощь. Любыми доступными путями мы должны помогать друг другу. Потому что любой один народ отдельный, который захочет отделиться, они быстро объединятся против этого народа. И те же буряты, те же башкиры, те же якуты приедут усмирять ингушей. Или ингуши поедут усмирять башкиров оружием в руках во имя русского мира. Поэтому нам нельзя этого допускать. Сегодня наши народы отправляются в Украину, чтобы воевать против украинцев, которые абсолютно никакого отношения к нашим народам не имеют в плане агрессии, или даже словом нас эти люди никогда не обижали. Почему мы должны идти воевать против них, в то время как наши территории оккупированы? Наш враг не в Киеве, наш враг в Кремле. Вот куда нам нужно направлять свое оружие и свои усилия, куда мы должны направлять. Вот что мы должны, о чем мы должны думать и о чем мы должны мечтать в первую очередь, о свободе. Ни один народ не должен быть управляем другим народом. Мы все достойны свободы, и мы все должны к ней стремиться. А люди, которые будут нас сегодня обманывать, что там в Кремле что-то поменяется и так далее, этих людей слушать вообще нельзя, ни в коем случае. Эти люди предатели и враги наших народов. Эти люди, которые хотят продолжения этого геноцида над нашими народами. Поэтому мой призыв именно в том, чтобы мы консолидированно, вместе работали ради дела освобождения наших народов. И ни в коем случае не упустили этот свой исторический шанс. Не нужно бояться поражения, не нужно нам бояться проигрыша. Если даже мы в этот раз проиграем, ничего страшного в этом нет. Ничего страшного, в этом и есть польза, в этом и есть борьба. Никогда мы не сможем освободиться, не пытаясь.
не проигрывай. Да, мы сегодня, может быть, проиграем, но на следующем витке мы будем на ступень выше к своей свободе. Если мы не попробуем сейчас, то нас растворят. И нас будут использовать против тех, кто будет хотеть освободиться в следующем этапе, может быть. Поэтому, конечно, мы надеемся на свободу в ближайшее время. Но стараться и распространять пацифизм, говоря, ничего не получится, их слишком много, они слишком сильны, мы слишком слабы и так далее, и так далее. Приводить здоровому, свободному человеку в довод, если ты освободишься, ты умрешь с голода, так лучше я умру с голода, чем буду рабом. Вот так должен человек мыслить. Благодарю всех. Это то, что я хотел сказать. Ансар Гаргос, спасибо за ваше выступление. То, что вы сказали, это как бы, скажем так, суммирование того, к чему сегодня пришли в Башкортостане. И Руслан, может быть, со мной согласится в том, что не будь войны в Украине, сегодня башкирский протест был бы замят Кремлем и был бы одобрен, скажем так, демократическим сообществом в том плане, что это коммерческий спор. Так, Руслан? Да, конечно же. И я хочу добавить, да, что сейчас появилась такая версия, почему Фаиля Алсынова посадили. Дело в том, что вот у нас, когда Куштау была 3 года назад битва за Куштау, да, которую мы выиграли и отстояли эту гору, вот эта БСК, содовая компания, которая претендовала на эту гору как в качестве сырья, ее, Путин тут же влез в этот, потому что событие было такого всероссийского масштаба, даже там многие мировые СМИ об этом писали, влез как какой-то арбитр, вот якобы я поддерживаю народ, который поднялся на защиту своей природы, а вот Хабиров, видать, не разобрался, ладно, вот я пришел, я разберусь, и в итоге забрал у владельцев, у старых владельцев этот БСК «Сода», это предприятие, национализировал его и отдал его своим друзьям, на сегодняшний момент братьям Ротенбергам. Как неожиданно, как неожиданно. Да. И дальше, что интересно, когда вот мы победили и Шихан отстояли, были такие разговоры, когда наши ученые тоже протестовали против разработки этой горы, они говорили о том, что есть альтернативные источники. Вот там есть известняк, который применяется в производстве соды. За эти 3 года, которые прошли после вот этих событий на Куштау, ни одно месторождение вот этого известняка не было разработано, не было к нему даже проложены какие-либо пути, то есть никаких альтернативных источников никто не хочет разрабатывать. Это наводит на мысль, и вот такие подтверждения пришли тоже инсайдерская такая информация из Кремля, что якобы Ротенберги сейчас хотят воспользоваться вот этой вот ситуацией в России, что война, что всем рты позатыкали, усиленный как бы режим, чуть что любого посадят несогласного, и они хотят, то есть обратно начать разработку горы. Но для того, чтобы как бы наиболее сильно обезопасить себя, нужно посадить всех лидеров. Поэтому Фаиль Алсынов был посажен. И есть такая вероятность, что будет как бы снова разработка. К чему это приведет, я как бы не знаю. Я надеюсь, что башкиры вновь поднимутся. Но вот такой вариант есть. А вообще, на сегодняшний момент, вот исходя из того, что было сказано, я хочу сказать, что наша основная на сегодняшний момент задача, если вот еще 2 года назад, до начала войны, ни один башкир, скорее всего, даже и не думал о независимости, мало того, я практически, да, то есть как бы нигде это не озвучивал, ничего такого подобного не говорил, то сегодня об этом говорят, пусть не открыто, пусть между собой, на кухнях, но это обсуждается. И сперва это вызывало скепсис, сперва это вызывало какое-то там недоверие, все говорили, что это сказка, что это невозможно. Сегодня уже многие говорят, что как бы, ну, действительно, да, почему бы нет, почему бы не попробовать. То есть люди сперва думают, люди сперва, как говорится, это отрицают, потом начинают задумываться, потом это принимают и за это борются. И я надеюсь, что как бы уже вот стадия борьбы, она приближается, потому что все больше и больше народу в это верит. Но
вот сегодняшние репрессии идут как раз вот под лозунгом, что мы хотим отделиться. То есть меня связывает как бывшего соратника Фаиля Алсынова с Фаилем Алсыновым, что он призывает, и все его сторонники, которые вышли, все они были за независимость, все они сепаратисты, всех их надо давить. Вот под этим лозунгом сейчас идут репрессии в Башкортостане. Но, как я сказал, народ все равно злой, так что все нормально. Я думаю, что мы обязательно победим. Безусловно, никто не сомневается в победе башкирского народа, потому что дело, за которое стоят башкиры, это дело права, это их земля, это их горы, это все принадлежит им. И никакие Ротенберги, никакие Путины, никакие коллаборанты, радики не имеют на это все права. А те башкиры, которые занимают позицию прокремлевскую, просто потеряли право на эту землю, потому что они отдали это право оккупанту. Здесь у нас присутствует Раис Зубарева, представитель Зубарева. Правильно, извините, если я ошибся в произношении. Хотел бы передать ей слово как представителю борьбы за независимость Якутии. Раис, вы меня слышите? Куда слышу? Да. Слышно хотел бы меня, вам да? передать слово. Да, вас слышно. Слышно? Я вас объявил и хотели бы услышать ваше мнение. Да. Добрый вечер. Я присоединяюсь ко всему вышесказанному от лица нашего движения за независимость Республики Саха. Я бы хотела выразить поддержку всему народу Республики, всем лидерам национального движения. Раиса, вас не слышно. Зависла картинка. Да. Раиса, к сожалению, вас не слышно. Я хочу сказать несколько слов, пока Раиса пытается решить технические проблемы. Выразить огромную благодарность Марине и Екатерине, которые организовали этот эфир. Это был наш первый эфир. Это не американский, не русский, не украинский. Это эфир тех народов, которые собрались объединиться в деле борьбы за независимость своей родины, каждой своей родины. И наш девиз, как бы, победа требует подготовки. К сожалению, в случае с плохим соединением в интернете это плохо работает. Пока Раиса решает проблему, я передаю слово Марине, одному из организаторов нашей конференции. Да, я хочу Марина? тоже... Слышно? Да. Да, я хочу тоже передать слова поддержки башкирскому народу, сказать, что вы, башкорты, вы крутые, мы с вами, вы вдохновляете. Я считаю, что ваши протесты, которые вспыхнули так активно, ярко и показательно, мы восхищаемся вашей смелостью, мужеством, героями, лидерами вашими. Мы вот с Русланом на связи. Мы все вас очень поддерживаем. И я считаю, что это запуск распада России. Я считаю, что распад России запущен. Вот. Спасибо. Да, я хотела поддержать еще то, что можно, да? То, что говорил Руслан, вот та же ситуация, например, происходит у нас в Бурятии, потому что вырубку вокруг Байкала разрешают. Байкал, в общем, в наследии ЮНЕСКО наше сокровище, наше богатство. И буряты призваны хранить Байкал, связаны с ним. И наше такое сокровище, в общем, страдает в экологической катастрофе, и никому до этого нет дела. То есть они подняли уровень, разрешили загрязнение Байкала, и сейчас разрешили вырубку лесов, что, конечно, для Байкала очень плохо. Те же самые проблемы. Очень богатая республика, золото, уголь, нефрит, все принадлежит олигархам. И народ за гранью нищеты. Это то же самое. Главная беда всех наших народов. В Ингушетии они воруют нефть, другие полезные ископаемые. Я сам себя почему-то слышу. У кого-то микрофон не выключен. Они воруют в Бурятии, они крадут в
Якутии все, что можно, всю таблицу Менделеева. Будем называть вещи своими именами. Крадет это все у наших народов русский народ. Русские любят сказать о том, что зачем ты говоришь за весь народ, когда мы ничего не решаем. Но, извините, к сожалению, вы грабите наши народы. И сегодня они грабят всех башкир. Не какого-то отдельную группу башкир, не какого-то отдельную семью, а грабят целый народ. И то же самое происходит в каждой из наших, скажем, стран, будущих стран по воле Всевышнего. И сегодня первыми встали башкир. Конечно, хотелось, чтобы все наши нерусские народы встали и сказали, что мы готовы защитить свою землю, что ни метра, ни литра нефти, ни килограмма руды известняка вы ничего не получите. Если вы хотите что-то разрабатывать, какие-то недра, какие-то ресурсы, пожалуйста, у вас есть ваша русская земля, добывайте, разрабатывайте и так далее. Но не надо это использовать наше. И тем более не надо отправлять нас на ваши войны. Нам не нужен ни Крым, ни украинская война, ни в Сирии, нигде. Поэтому сегодня большое уважение, абсолютное уважение тем башкирам, которые сегодня встали на защиту своей родины. Это действительно национальные герои Башкирии. Я думаю, что башкирский народ оценит тот вклад, который они внесли в дело будущей независимости, потому что с них все и начинается. Спасибо большое всем. К сожалению, Раиса не вернулась в наш эфир. Если кто-то хочет что-то добавить, может добавить, и мы закончим наш эфир на сегодня. Башкиры сегодня самые правофланговые, впереди всей России. Руслан, выражая особую мою бурятскую благодарность, бурят-монгольскую, мы с восхищением смотрим на вас. Я хочу, чтобы все башкиры встали вместе. Национальное движение должно быть одно. Вы должны понять, кто ваши враги, с кем, кто. Да, конечно, сегодня приходится многим угождать властям, те, которые имеют погоны, те, которые имеют хорошие теплые должности, они, естественно, боятся это все потерять. Но вы должны знать, придет время расплаты. С каждым потом будет разборка. Все эти из 5-го отдела и все прочее. Все эти сихсоты, огромное количество сихсотов от дворника до профессоров, они сегодня брошены на то, чтобы гнобить национальные движения. Самая сегодня главная проблема – это проблема борьбы нации, колонизованных наций против этой империи зла. Поэтому мы восхищаемся, мы все народы с вами поддерживаем башкирский народ. И давайте сплоченнее всеми путями, какими угодно, поднимать моральный дух этого народа. Молодцы, башкиры. Руслан, передай привет всему башкирскому народу. Спасибо. Раиса Может, появилась, позволишь? вышла. Да, конечно. Я еще хочу- раз хочу Ага, выразить свою солидарность с башкирским народом. Я очень рад, что у башкирского народа так много лидеров, вот прям в полноценном таком смысле этого слова. То есть люди, которые готовы брать на себя ответственность. Это значит, что когда будет провозглашена независимость башкирского государства, у и башкирского народа, и у народов Башкортостана найдутся лидеры, которые возьмут на себя ответственность за строительство, за создание нового государства. Башкирия будет свободна. Спасибо. Спасибо. Раиса, к сожалению, появилась, ушла. Кто еще? Спасибо большое. Я хочу выразить благодарность всем за слова поддержки нашему народу. Спасибо большое. Я думаю, что мы вместе будем, конечно же, стремиться к независимости наших государств, к независимости наших народов. Я предлагаю такие вот стримы проводить раз в неделю. И я думаю, что они с каждым разом будут набирать все больше и больше подписчиков, все больше и больше людей будет смотреть, просвещаться. Наша сейчас задача вот в условиях вот этого вот тоталитарного режима просвещать наш народ, показывать, что не только, допустим, башкиры, часть башкирок хочет независимости,
не только там часть чеченцев хочет независимости, но и многие-многие народы об этом говорят, делиться своим опытом, делиться своим видением, советоваться друг с другом прямо здесь в прямом эфире. Я думаю, что это правильно, и это будет очень хорошее нам подспорье в борьбе. Спасибо. Спасибо большое. Я добавлю, что мы, Комитет ингушской независимости, в частности, и представители той части ингушей, которые стремятся к независимости, мы поддерживаем башкирский, наш братский народ, и готовы помогать во всем, в чем мы можем помогать. И, конечно же, в том числе всем остальным народам, которые стремятся к независимости. Мы сейчас не имеем достаточно сил, или у нас нет много возможностей, но наше понимание проблемы, если мы все поймем, что мы оккупированы, донесем эту мысль для людей, то очень быстро нам придется не то, чтобы поднимать людей на что-то, нам придется их сдерживать, для того, чтобы они не превратились в деструктивную массу. Наоборот, нам нужно сегодня консолидироваться, выстроить правильную позицию, повестку, чтобы завтра у людей был маяк, к которому они будут идти. Вот это есть наша очень центральная задача, главная задача, о которой мы должны сегодня думать, и это то, над чем мы сегодня работаем. Спасибо всем. Все, благодарю всех участников, благодарим за гостеприимство бурятов, которые нам помогли это все организовать. Даст Бог, следующий эфир мы уже организуем на башкирском, якутском или ингушском канале, и оттуда будем вести стрим и будем общаться. Всем огромное спасибо. Спасибо. Байртай. Самое. Все,